21 мая в республике впервые будет отмечаться День коми-языка и письменности. Указ об установлении в республике нового праздника подписал глава Коми в апреле этого года. В течение 30 лет каждое третье воскресенье мая в регионе отмечался День коми-письменности. Общественники обратились к Владимиру Уйба с просьбой установить и День коми-языка. Глава поддержал эту идею. И с 1 мая 2023 года указ вступил в силу. Татьяна Супряткина продолжит. День коми-языка и письменности. Отныне каждое третье воскресенье мая мы будем отмечать этот праздник. Ровно год назад общественники вышли с предложением главе республики о необходимости учредить новый день в поддержку коми-культуры и традиций – День коми-языка. День письменности уже отмечался с 1992 года, а отдельного дня одного из государственных языков в регионе не было. При этом именно коми-язык, его значение, его наречия, диалекты объединяют всю культуру коми. День коми-письменности, который учрежден был более 30 лет назад, уже это был май 1992 года. Вслед за этим был принят закон о государственных языках, это, наверное, тоже не случайно, который возвел коми-язык в ранг государственного языка. И в первую очередь принятие указа, подписание его главы Республики Коми направлено, конечно, на повышение внимания к коми-языку, к нашему родному языку. Это как среди взрослого населения, так и среди молодежи. И в первую очередь, наверное, направлено на молодежь, для того, чтобы более широкое внимание привлечь к этому, какие-то направления, может быть, развить для развития коми-языка в образовательной системе, в культурной нашей инфраструктуре. Законодательная инициатива по переименованию праздника была опубликована на портале общественных обсуждений проектов нормативных актов. Каждый желающий мог высказаться и оставить свое мнение. И вот после всех обсуждений и предложений народный законопроект был согласован. Когда я сама узнала, что наш глава Республики Коми подписал указ о том, что в нашей республике будет День коми-языка и письменности, я сама лично была очень рада. Как сама носитель коми-языка, как руководитель издательского дома Коми, наши коми-газеты и журналы, я знаю, что этот день очень значим не только для коренных народов республики, но и для всех жителей. И очень надеюсь, что коми-язык будет еще ценен и важнее для всех нас. Отдельный праздник коми-языка – это еще один шаг к популяризации родного языка среди молодежи. Интерес к национальной культуре с каждым годом растет. В регионе очень много творческой и талантливой молодежи. За ними – сохранение культурного наследия. Очень здорово, что наконец-то что наше правительство обратило внимание и сделало такой праздник, потому что это очень значимо для нас, потому что коми-язык живет только тогда, когда на нем говорят. То есть, да, у нас есть день коми-письменности, но вот именно живой звук, потому что именно дает это, вот, так сказать, жизнь языку. И хочется, чтобы все больше и больше людей на коми-языке говорили, в том числе молодежь, и не только в селах, но и в столице и в других городах. В эти дни по всей республике проходят различные мероприятия в честь Дня коми-языка и письменности. Эстафету праздника подхватили все муниципалитеты. Татьяна Супряткина, Дмитрий Булаев, Роман Боровиков, телеканал «Юрган». Телеканал «Юрган» тоже присоединился к празднованию. Наши журналисты совместно с известными в республике людьми записали стихотворение Ивана Алексеевича Куратова, основоположника коми-литературы. «Комик Ивметеда», что в переводе на русский значит «Я знаю коми-язык». Комик Ивметеда. Ыджит торосшуна, тода мейсия, озысыр науна. Таекылмем дона, небыд, мича, гора. Вуна да сыен мыжес кудырсыен кура. Тае муса кылын, чойвок шорнитены. Таякылан меным, ай мам бурщиены. Таякыв мекывли, аслам люлюдинен. Сия минам вунас сымын джебанынын. Тая кывлыш мичса, щеломан мекылы. Ими медвоч сыен, нёжьяника щулы. Та кылан мукад, гораджика щулас. Щёкы щурспель секи уна буртор кылас.